Всем привет, мои дорогие! С вами сегодня Астарта Сантья Тара. Мы делаем расклад на игральных картах на недельку с 10 по 16 февраля, если не ошибаюсь. На игральных картах цыганский расклад, наш традиционный. Все последние новинки в описании к этому видео. Ссылка на плейлист для знаков зодиака. Прогнозы на февраль тоже в описании к этому видео. И, пожалуйста, обратите внимание на мой второй канал. Он тоже связан с картами Таро, с оракулами, с игральными картами, но там немного другой формат. И первое видео также на игральных картах уже на канале выложила. Пожалуйста, полюбопытствуйте, кому интересно. А перед вами, как обычно, три варианта. Первый, второй или третий, либо дамы трефовая, бубновая и червовая. Загадывайте свой вариант, а я перехожу к первому. Итак, дама трефовая партнера, я назначила вам короля бубнового. И заходите вы в период, что-то вы заняты абсолютно собой. Видимо, здесь полное погружение в свои дела, свои переживания, заботы, хлопоты и так далее и тому подобное. И давайте подробно. Итак, для вас сейчас интересен, собственно говоря, ваш личный собственный интерес. И вы за этот интерес переживаете. Видимо, что-то эмоционируете и прям вот погружаетесь туда глубоко. Также здесь хлопоты в ранней дороге были за себя, за свой собственный дом. И какие-то разговоры, переговоры тоже с собой. И вы знаете, вот это все погружение, оно носит такой достаточно глубокий, глубинный характер, где-то даже и такая вот хандра, где-то даже могут быть некие такие депрессивные нотки. В общем, такое тяжелое, такое туманное внутреннее состояние, когда ты не понимаешь, что хочешь, либо понимаешь, но не получаешь того, что желаешь. Итак, дамы трефовой, на сердце у вас интерес дамы червовой, и под сердцем у вас дальняя дорога, либо ваше будущее. В голове у вас некий казенный дом, и что вы, видимо, надеетесь на вашего партнера, короля бубнового. В ногах у вас свидание в ранней дороге было с дамой червовой. И также в ранней дороге у вас был ваш партнер, король бубновый. Что было? Вы в ранней дороге хлопотали за себя и за свой собственный интерес. Также тут любезности вашего короля бубнового, вашего партнера, дама червовая собственной персоной. И чаяния и надежды дамы червовой, но вы за эти чаяния и надежды вот что-то переживаете. И смотрите, дамы дорогие, если есть у вас в отношениях третье лицо, да, мужчина, то вот король червовый тоже мог нам показать это самое третье лицо в отношениях. Вот если он есть, да, вот сейчас будет трактовочка для тех, у кого есть, например, треугольник. И также напоминаю, что любовный треугольник на картах Таро на февраль тоже уже есть, кому интересно. Итак, трактуем для тех, у кого есть третье лицо в отношениях, да, или тот человек, который мешает или как-то негативно влияет на ваши отношения с вашим партнером, королем бубновым. Итак, смотрите, на сердце у вас интерес этого короля червового, в ногах у вас свидание через чаяние и надежды короля червового. Вот он был тоже в прошлом король червовый и его дом, и также вот он собственной персоной, король червовый. И вы за него переживаете. И также в будущем, смотрите, у вас в ранней дороге тоже будет король червовый. И будет у вас с ним разговор. Ну, разговор довольно-таки приятный. Вот такая вот маленькая трактовочка для всех тех, у кого есть третье лицо в отношениях, либо человек, который отношениям как-то портит, мешает. Итак, теперь общая трактовочка для всех. Будущее. Что будет? Будет у вас в ранней дороге разговор с вашим партнером, королем бубновым. Разговор такой касаемо отношений, такой эмоциональный достаточно, но эмоции такие вот, ну, легкие и приятные. И
вы со своими любезностями будете к даме Червовой. Также у вас некий казенный король и свидание. С ним будет встреча с этим самым казенным королем. Но также здесь вы ставите благородно своего партнера короля Бубнового и встречу свидания с ним. И что будет? Король Бубновый к вам со своими хлопотами, и получите вы через его хлопоты какой-то большой, крупный, нечаянный для вас интерес. И основная линия недельки. Вы, ваш собственный дом, дама Червовая к вам со своими хлопотами, со своими разговорами, но что-то эти разговоры вас будет злить и раздражать, причем прям очень сильно. Вот она вас будет раздражать на этой недельке. И также смотрите, если, например, вы практик, эзотерик, занимаетесь какими-то энергетическими практиками, да, то тут дама Пиковая могла показать еще и ваше увлечение этими самыми практиками и эзотерикой. И если, например, дама Червова — это ваша близкая подруга, и она также увлекается эзотерикой, может быть, гадает также на Таро, может быть, она занимается как-то серьезно энергетическими практиками, рейки и так далее и тому подобное, то вот с ней вы можете это самое дело, да, ваше увлечение обсуждать, что-то планировать и совместно что-то творить. Итак, для вас в ранней дороге будет дама Червовая, и злость и раздражение на нее, и также будет свидание с вашим партнером королем Бубновым для вас. Но также здесь может быть злость и раздражение и на него. В общем, вы и на Червовую масть, и на Бубновую масть злитесь и раздражаетесь. Для дома у вас в ранней дороге будет разговор с вашим партнером королем Бубновым, и вы к нему со своими чаяниями и надеждами. На сердце у вас свидание с дамой Червовой. И в дальней дороге, либо ближе к концу недельки, будете вы что-то хлопотать за себя, за свои какие-то личные дела и увлечения. Либо на сердце вы содержите, да, и хлопочете, переживаете за ваше будущее. Что было? Дама Червовая к вам со своими чаяниями и надеждами. Вы за нее переживали. И ваш король Бубновый, ваш партнер, к вам со своими хлопотами. Вот она, дама Червовая в казенном доме, и еще и рядом ее дом. В общем, и казенный дом, и дом дамы Червовой, они как-то близко связаны. На пороге что будет? Вот-вот вы с интересом со своим к вашему партнеру королю Бубновому, и успокаиваетесь вы с собой, собственными любезностями. Далее, смотрите, давайте еще оттрактуем для тех, как я уже говорила, да, у кого треугольник, у кого есть некое третье лицо в отношениях. Буду трактовать только позиции там, где выпала червовая масть. Остальные позиции остаются неизменными в трактовке. Итак, для вас, получается, в ранней дороге также у вас злость и раздражение может быть и на короля червового. Вот если мы говорим об наличии третьего лица в отношениях другого мужчины. На сердце также вы содержите короля червового, встречи, свидания с ним и ваше собственное будущее. Вот вы думаете и планируете, анализируете, как и что же будет в будущем. Переживали вы за своего короля червового, да, за третье лицо в отношениях. И также ваш партнер король Бубновый был к вам со своими хлопотами. Также, смотрите, ваш король червовый к вам со своими чаяниями и надеждами, со своим домом. И некий такой рядом идет тоже казенный дом. Такое складывается впечатление, что, может быть, он коллега по работе, может быть, вы как-то связаны какими-то деловыми обязательствами или партнерство у вас деловое, либо вы познакомились, встретились где-то в казенном доме, это может быть врач, не знаю, какой-то нотариус, адвокат и так далее и тому подобное, потому что тут рядом казенный дом. Может быть, это просто коллега по работе, и вы видите с ним очень часто, либо каждый день, да, на работе, и там и мог завязаться какой-то служебный роман. Вот
вот так может еще и проиграться у некоторых. Это был первый вариант для всех тех, кто выбрал циферку 1 и даму трефовую. Я желаю вам продуктивной, чудесной, гармоничной, счастливой, радостной, солнечной недельки. Это была Астарта Сантея. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех благодарю, конечно, что были со мной. Надеюсь, что мы сейчас войдем в прежний ритм. До этого было очень много работы, занятость была большая, не могла уделять внимание каналу столько, сколько хотелось бы. Но будем потихонечку входить в прежний ритм. Ну что, прощаемся, переходим к двоечкам. Ну что, двоечки, дамы бубновые, смотрим вас. Партнером я назначила вам, как всегда, короля трефового. Итак, вы заходите в неделю с собственным интересом и разговорами с вашим партнером, королем трефовым. И также здесь были разговоры, связанные с бизнес-проектами, деловые разговоры, какие-то финансовые контракты, переговоры. И вы могли получить какие-то важные бумаги, вот связанные с деньгами, в этих самых переговорах, если таковые имелись, именно бизнес-переговоры, связанные с финансами. Далее здесь был интерес, связанный с эмоциями, с чувствами. И была у вас встреча, свидание с вашим партнером, королем трефовым. И здесь ваш король трефовый с собственным домом, он к вам со своим интересом и со своими любезностями. И также, опять же, да, это все могли быть деловые разговоры, переговоры, встречи, заключение договоров, проектов, контрактов, бизнес-планов и так далее и тому подобное. Ну что, на сердце у вас, дорогие мои дамы бубновые, червовая масть. Вот мы видим основную линию недельки. Тут и король червовый, и дама червовая. Как тут может быть? Смотрите. На сердце, если есть детки, то здесь переживания за них. И ранняя дорога тоже тут связанная с детьми, если таковые есть. Если детей нет, то здесь, смотрите, вся червовая масть. Переживаете вы за нее. Это могут быть родственники, это могут быть друзья, это могут быть коллеги, партнеры по работе. Либо это, конечно же, могут быть и третьи лица в отношениях. Вот если таковые есть, то это переживание за них. Если нет, опять же, тут просто переживание за червовую масть. Либо даму, либо короля. И на сердце, и под сердцем вы их содержите. В голове у вас злость и раздражение на себя и на свой собственный интерес. И какие-то в голове вы содержите либо важные финансовые бумаги, либо ждете какую-то крупную сумму денег. Что-то связанное с работой и с заработком. В ногах у вас ваш партнер король трефовый, свидание с ним и все, что связано с будущим, с вашим партнером. И у вас было свидание с червовой мастью, либо с королем, либо с дамой червовой. Что было? Вы со своими любезностями в ранней дороге к вашему партнеру королю трефовому, и был у вас с ним разговор. Также здесь некий казенный король, и свидание было с неким казенным королем. Либо вы довольно-таки благородно ставите свидание, встречу с вашим партнером королем трефовым. Также здесь любезности с червовой масти короля или дамы червовой, но ставите вы это пусто. Ну вот они к вам с любезностями, а вы принимаете это либо как должное, либо неинтересны вам были их любезности по отношению к вам. Что будет? Казенный дом некий и интерес вашего партнера короля трефового. Такое ощущение, что у вас будет какое-то свидание, какая-то встреча, в неком казенном доме. Если вы, например, совместно не живете, то это может быть свидание по инициативе
вашего партнера короля трефового, не знаю, в какой-нибудь гостинице, либо посещение совместное какого-то спа-центра, либо какого-нибудь торгового центра. В общем, совместное времяпрепровождение с вашим партнером королем трефовым по его инициативе. Далее, получите большой, крупный, нечаянный интерес в разговоре с червовой мастью. Это либо дама, либо король червовый. Также червовая масть, король или дама к вам со своим интересом. И ваш партнер король трефовый тоже к вам со своими любезностями. И вот основная линия недельки, как я и говорила. Червовая масть во всей красе. И король, и дама червовая. На этой недельке от вас никуда не уходят. Их хлопоты по отношению к вам, и со своими хлопотами они к вашим чаяниям и надеждам. Смотрите, если здесь у вас, например, не будет четы, либо пары, да, там могут быть, во-первых, разные люди в вашей жизни на этой недельке, и мужчина, и женщина, и тот, и один, и второй будут к вам со своими хлопотами. Если, например, это родственники и супружеская чета, то, да, как я уже и говорила, тоже они к вам со своими хлопотами. Если эти люди никак не связаны друг с другом, то все равно это либо мужчина, либо женщина, либо оба, и мужчина, и женщина будут к вам на этой недельке со своими хлопотами, к вашим чаяниям и надеждам. Итак, для вас интерес, дама червовая к вам со своим интересом, и будет у вас с ней некий разговор. Для дома ваши чаяния и надежды к некому казенному дому, но все это связано с будущим, с дальней дорогой. На сердце вы содержите вашего партнера короля трефового, относитесь вы к нему достаточно благородно, ну и в то же время почему-то может быть злость и раздражение на этой недельке на него, либо просто вы на него обидитесь, что-то он не так сделает, не так скажет, не так посмотрит. И будете вы за это дело переживать и прям вот сильно на сердце все это дело содержать. Либо здесь некий казенный король будет вам действовать на нервы, вас раздражать, злить. И прям вы на сердце все это будете содержать и переживать. Что было? Ваш партнер, король трефовый, к вам со своим интересом. Через его интерес вы получили от него какой-то большой, крупный, нечаянный интерес для себя. И было у вас с ним свидание. Также здесь дама червовая к вам, собственной персоной в будущем будет. И ваш партнер король трефовый к вам со своими любезностями. Что будет на пороге вот-вот. Дама червовая к вам со своими любезностями, но вы эти ее любезности ставите пусто. Ну вот вторая раскладочка. Опять же мы видим, что червовая масть к вам повернута, ну а вы все равно воспринимаете ее как, ну вот есть она и есть, и ничего страшного. И король ваш трефовый, ваш партнер, к вам со своими чаяниями и надеждами, но как бы то ни было, успокаивайтесь вы разговором с дамой червовой. Вот такой у нас вышел второй вариант для дам бубновых. Я вам желаю прекрасной, чудесной, ванильной, воздушной, волшебной недельки. Берегите себя, балуйте, любите себя. Самое главное, конечно, я вам желаю здоровья, благополучия. С вами была Астарта Сантья. Благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, обратите внимание на мой второй канал. И я с вами прощаюсь. Переходим к варианту номер 3. Третий вариант и дама червовая. Ну что, дорогие мои, заходите вы в недельку в окружении дам. Дама бубновая, и получили вы от нее какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Также вы здесь хлопотали, но хлопотали пусто за себя, за свои какие-то увлечения, за свои какие-то желания, планы. Дама трефовая тут тоже присутствует собственной персоной. Она к вам была со своими любезностями. И, скорее всего, смотрите, и дама червовая, прошу прощения, дама трефовая и дама бубновая. Видимо, вы вместе встречались или что-то обсуждали втроем, какую-то дальнюю дорогу, либо совместное будущее. Что, дамы червовые, смотрим вас. На сердце у вас собственные хлопоты, под сердцем некий бубновый король.
Вот здесь кто это, решать вам. Если третье лицо в отношениях, то это он. А если такового нет, то это может быть отец, брат, друг, коллега по работе. В общем-то, кто угодно. Также смотрите на сердце. Тут можете вы содержать ребенка, если таковой есть. В голове у вас раздражение на короля Бубнового и на его хлопоты. Чем-то он вам вот не угодил. В ногах у вас чаяния и надежды вашего партнера короля Трифового. Все это было в ранней дороге. И также ваша совместная ранняя дорога, куда-то вы с ним, видимо, вместе ездили. Но это такое вот бытовые вопросы вы решали. Что было? Король Бубновый был к вам со своим интересом, и вы к нему со своими любезностями. Был у вас какой-то разговор, и такой достаточно приятный. Что-то вы с ним обсуждали в прошлом. Также ваш партнер был к вам со своими хлопотами, и также у вас был с ним вот он разговор. И король Трифовый, король Бубновый, было у вас с ним свидание, и ваш партнер король Трифовый тоже в прошлом была какая-то встреча с ним, свидание. Что будет? Злиться сильно вы будете на вашего партнера короля Трифового, но также и получите от него какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Вот злость может быть еще и на этот интерес. Что-то он вам, видимо, расскажет, либо что-то скажет, либо что-то предложит, что вам не понравится, и вы будете на него очень сильно злиться и раздражаться. Также здесь некий казенный король и переживания из этого казенного короля. И будет у вас какой-то разговор в казенном, разговор само собой, но почему-то вы будете на себя также злиться и раздражаться, будете как-то собой недовольны. Основная линия недельки. В ранней дороге будет, вы будете с интересом к королю Бубновому. Будет у вас с ним какой-то большой, крупный разговор, скандал. Все это в ранней дороге. И этот разговор будет через ваши чаяния и надежды, либо за ваши чаяния и надежды. Вот все-таки кто это? Да, король Бубновый, решать вам. Итак, дамы, для вас разговор с вашим партнером королем Трифовым, но разговор будет какой-то такой, видимо, неприятный. Будете вы злиться на него, раздражаться прям очень и очень сильно. Для дома ваш партнер король Трифовый к вам со своими хлопотами в ранней дороге. Все это будет. И некий казенный король. На сердце вы содержите свои чаяния и надежды. И будет у вас разговор большой, такой крупный, неприятный, с королем Бубновым. Вот он выпал, голубчик. Получите вы какие-то новости и известия от него. Также тут может быть разговор и скандал не с королем Бубновым, а с самой собой. Что-то вы будете прям думать, планировать, анализировать, искать, видимо, какой-то выход или искать ответ для себя, лично для себя. И узнаете, видимо, какой-то инсайт или озарение вам придет. И такое тоже может быть. Что было? Ваш партнер король Трифовый был к вам со своими чаяниями и надеждами, но почему-то это все вас злит и раздражает. Что будет? Король Бубновый к вам со своим интересом. У вас будет с ним разговор через его интерес за ваш интерес. Но вот как-то вы будете с ним что-то обсуждать. Инициатором разговора, скорее всего, будет тот самый король Бубновый. И будете вы обсуждать ваши интересы. И также тут получение какой-то крупной суммы денег. Тоже на этой недельке. Злиться будете, раздражаться. И в то же время переживать, где-то даже кто-то, может быть, и даже прольет слезу за короля Бубнового, и будет у вас с ним свидание. И успокаиваетесь вы этим самым королем Бубновым. Вот кто это король Бубновый, опять же, дорогие мои, решать вам. Это был вариант номер 3. Я вам, дорогие мои, желаю всего самого хорошего. Будьте здоровы, любите, берегите, балуйте себя. Это была Астарта Сантья. Я с вами прощаюсь. До встречи.